Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. С этого года Якутия приступает к реализации проекта «Школьное и молодежное инициативное бюджетирование». Данный проект разработан и активно внедряется с 2019 года научно-исследовательским финансовым институтом Министерства финансов Российской Федерации. В настоящее время к реализации школьного инициативного бюджетирования присоединились уже 19 субъектов Российской Федерации. Наш гость в студии Владимир Вагин, руководитель Центра инициативного бюджетирования НИФИ Министерства финансов России, кандидат философских наук. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот школьное инициативное бюджетирование. Почему так важно вовлекать школьников в это? Школьники – юные граждане, и у них точно так же должна быть возможность высказать свое мнение в отношении того, как должна быть устроена среда в школах, в которых они пробывают большую часть дня. И у них действительно, благодаря школьному инициативному бюджетированию, появилась хорошая возможность высказывать свое мнение. Вообще, что такое школьное инициативное бюджетирование? Давайте поясним нашим телезрителям. Это возможность любому школьнику высказать идею, предложение, высказать проблему, которая его волнует, и поучаствовать в решении этой проблемы с помощью проекта, который создает инициативная группа школьников. После этого, когда прошли процедуры обсуждения, выдвижения проектов, происходит голосование, и проекты, которые стали победителями внутри школы, получают бюджетное финансирование за счет бюджетов школы или муниципального образования, или субъекта федерации. Появляются проекты, по которым украшают школы, которые действительно делают жизнь в любой школе лучше. Ну вот школьное инициативное бюджетирование, вот как развивается, да, сколько проектов реализовано, может быть, какие регионы самые активные в этом направлении? Ну, вы уже сказали, что действительно в 19 регионах школьное инициативное бюджетирование в прошлом году уже развивалось. Каждый год прибывает действительно такие хорошие темпы роста, увеличения числа субъектов федерации. И уже в прошлом году около 800 проектов было реализовано в Российской Федерации. Да, и мы видим, что это проекты очень разные, очень интересные. И вот если говорить про типологию самих проектов школьного инициативного бюджетирования, чаще всего школьникам хочется, чтобы их школа была комфортнее. Они создают комфортные зоны, зоны для коворкинга, медиа-лаборатории, медиа-центры. Да, это вот те проекты, которые в первую очередь интересуют школьников. Вот, может быть, есть какие-то проекты интересные, которые уже реализованы, кто, может быть, примерно приведите? Ну, вы знаете, я начну вот с малого, потому что школьное инициативное бюджетирование, оно самое интересное, на мой взгляд, тогда, когда оно происходит не за большие деньги, когда реальное участие школьников, и это реальная проблема, которая их волнует. Ну, например, вот девочки очень часто говорят о том, что им нужно зеркало. Им нужно красивое зеркало. Они хотели бы, чтобы в туалетах у них было в туалетной комнате зеркало, которое действительно им нужно. Или еще один проект, о котором я очень часто вспоминаю, и это реализованный проект, он называется «Тихая школа», когда мальчик, не будучи активистом, не будучи отличником, предложил замечательную идею, как сделать так, чтобы стулья, на которые садятся школьники, не скрипели. Для этого на самом деле нужно малое. Нужно поменять прокладку, сделать пластиковую прокладку, перекрутить, болт, и это будет совсем другая тихая школа. Вот такого рода проекты, когда школьники их видят, они стоят не так дорого, но это действительно реально их инициатива, которая может быть реализована. Хотя не только, конечно, малые проекты, есть уже замечательные крупные проекты. В школах Санкт-Петербурга реализуются очень серьезные инновационные проекты. Да, стоимостью до 3 миллионов рублей выделяют на школу в Санкт-Петербурге. И там уже действительно речь идет о креативных пространствах, о пространствах, медиацентрах очень серьезных. Вот. Таким образом, типология очень широкая на самом деле, и иногда нам даже, в общем-то, сложно себе представить о том, что хотят школьники и что они уже сегодня предполагают в качестве реальности. А вот как у нас в Якутии обстоят дела со школьным инициативным бюджетированием, вовлекаются ли ребята, если уже готовые проекты, может быть? Ну, вот в прошлом году, в декабре месяце, началась пилотная реализация школьного инициативного бюджетирования в нескольких образовательных организациях Якутска. Вначале, вот сейчас, в эти дни, проходит образовательный интенсив, в котором приняли участие уже не только якутские школы, но школы из Нерингри, из Мирного. Мы видим, что постепенно действительно школьное инициативное бюджетирование начинает охватывать все большее количество районов республики
с АХА, и нам очень радостно видеть то отношение, которое к этому есть у школьников, у педагогов. В этом году я рассчитываю на то, что удастся провести уже первый конкурс проектов, проектных заявок школьного инициативного бюджетирования. Нам бы хотелось действительно увидеть те самые интересные идеи, как они воплощаются в школах. Но одновременно с этим мы сейчас обсуждаем, чтобы отметить и педагогов-наставников, которые помогают школьному инициативному бюджетированию, и отметить те образовательные организации, в которые школьное инициативное бюджетирование развивается комплексно. То есть те школы, которые уже увидели потенциал, педагогические эффекты школьного инициативного бюджетирования и начинают заниматься этим планомерно на регулярной основе. Вот, кстати, какие эффекты в образовательном процессе можно получить в результате реализации школьного бюджетирования? Ну, вы знаете, первое, наверное, и самое главное, что привносит школьное инициативное бюджетирование, это то, что дети определяют бюджеты и реальные деньги. То есть это не фантики, которыми им предлагают потренироваться, это реальные деньги. Причем эти деньги являются частью школьного бюджета. Пусть это может быть и небольшая часть, да, и 20, и 30 тысяч рублей бывает достаточно для того, чтобы сделать интересные проекты в школах. Но при этом, когда появляется у детей навык оперирования реальными деньгами, они начинают понимать ценность денег, они начинают понимать, откуда деньги берутся, каким образом составляется смета проекта, каким образом реализуется проект именно в финансовом плане. Это дает огромный на самом деле эффект, потому что мы с помощью денег обучаем школьников взрослой жизни. Да, и они сами с удовольствием начинают в этом участвовать, потому что понимают, что от них начинают зависеть настоящие серьезные дела. Ну, вот, кстати, какими навыками, да, и знаниями будет обладать школьник, принимающий участие в бюджетировании? Составление сметы, понятное дело, да, распоряжение финансами, может быть, что-то еще? Вот та модель школьного инициативного бюджетирования, которую мы помогаем реализовать в республике, она называется ШКИП. Аббревиатура такая известная педагогам и не только педагогам. И мы считаем, что у этой модели основание, самое главное, на чем она базируется, это педагогизация этого процесса. То есть мы нашли место для школьного инициативного бюджетирования в обучении и в воспитательном процессе. Да, если говорить про обучение, то можно серьезным образом модифицировать проектную деятельность в школе, опираясь на школьное инициативное бюджетирование. Можно серьезным образом усилить финансовую грамотность в школе, грамотность функциональную, другие его разновидности. Если говорить про воспитательную часть образования, то здесь инициативное бюджетирование может помочь в школьном самоуправлении. Да, в модуле общешкольные дела, в медиаактивностях, в предметно-эстетической среде. То есть все это не какие-то не внешние в отношении образовательного процесса вещи, а это часть реального образовательного процесса. И мы вот именно на этом базируем наш подход. А вообще могут ли родители, да, принимать участие в школьном инициативном бюджетировании? Или это только прерогатива школьников? И могут, и участвуют. И мы очень рады тому, что школьное инициативное бюджетирование действительно дает новый импульс для вовлечения родителей и школьников в общешкольные дела. Ведь очень часто у нас действительно родители воспринимаются как спонсоры, условно говоря, и об них в другом качестве не вспоминают. Но ведь каждый из родителей — это еще и эксперт. Это эксперт в своей области, каждый специалист, уже реализовавшийся. И вот этой экспертизы очень часто не хватает в школе. И нам бы очень хотелось, чтобы члены управляющих советов принимали участие в школьном инициативном бюджетировании. Мы рассказываем, как это можно сделать, и как можно сделать на самом деле по-другому. Да, даже тогда, когда родители участвовать начинают в этих проектах, помогая. Вот я один из примеров уже приводил. Ведь это действительно уникальная экспертиза, которой каждый из родителей может поделиться с образовательной организацией, где учатся его дети. А вообще, как сами школьники воспринимают школьное инициативное бюджетирование? Позитивно, врываются в процесс быстро? Вы знаете, мы очень часто просто поражены бываем то, насколько, вообще говоря, интересно оказывается школьникам в этом участвовать. И вот образовательные интенсивы, которые проходят в финансово-экономическом колледже в Якутске, да, вот второй раз мы уже проводим, мы видим, насколько заинтересованно школьники в этом участвуют. Атмосфера, которая царит на образовательных интенсивах, это
Это надо просто действительно увидеть, насколько школьникам это интересно. Более того, вот у нас сейчас появилась уже в рамках школьного инициативного бюджетирования возможность школьникам во время оздоровительного отдыха летом и в пришкольных лагерях для старшеклассников использовать школьное инициативное бюджетирование. Мы видим, что оказывается и во время отдыха школьники с удовольствием участвуют в этих процедурах, потому что благодаря этому появляется какая-то действительно значимость, осознанность деятельности. Это не навязывание сверху, да, что ты должен это делать. Нет, благодаря мотивации, которая есть в школьном инициативном бюджетировании, школьник самостоятельно начинает участвовать в этих процессах, и это приносит ему удовлетворение. В текущем году в Якутске также запланировано проведение образовательных интенсивов по молодежному инициативному бюджетированию, вот, а именно для студентов профессиональных образовательных организаций, да, колледжей, техникумов. Вот какие перспективы открываются перед учащимися и работниками этих образовательных учреждений? Следующим этапом развития школьного инициативного бюджетирования, потому что это еще и методология, универсальная методология, которая может быть применена и в отношении студенческого сообщества. Да, и нам вот очень бы хотелось, чтобы финансово-экономический колледж в первую очередь, потому что там готовятся будущие финансисты, экономисты, наши коллеги, которые, в общем-то, зная инициативное бюджетирование, в последующем и сами будут этим заниматься. Так вот, на базе его мы планируем в этом году, в декабре месяце, провести образовательный интенсив для студентов, но не обязательно только студенты финансово-экономического колледжа в этом будут участвовать. Я надеюсь, что и другие студенты также смогут в этом принять участие, колледжей. Вот, и мы хотели бы научить студентов тому, а что можно в студенческой жизни изменить, что можно изменить и в общежитиях, как стать хозяевами и колледжей, и общежитий, в которых живут студенты. Да, нам кажется, что этот навык им чрезвычайно важен. А если же говорить о молодежном инициативном бюджетировании, это еще один виток в развитии того, чем мы занимаемся, и это уже то, что может происходить в муниципалитетах. Это то, что нужно городам и поселениям, где не хватает молодежной инфраструктуры. Но какой молодежной инфраструктуры не хватает, об этом знает только сама молодежь. А вот какие отличия есть в процессах, да, инициативного бюджетирования в СПО вот, от других направлений? Ну, в первую очередь, значит, есть отличие между молодежным инициативным бюджетированием, там, где муниципалитет организовывает, и между образовательными организациями. В образовательных организациях это может стать частью общего процесса образования, как я уже говорил. А если говорить о молодежном инициативном бюджете, там несколько по-другому, да, потому что разные когорты молодежи, разные возраста, разные интересы. И естественно, что это гораздо сложнее. Каким образом сделать так, чтобы молодежь разных возрастов включалась в эту работу. Но с другой стороны, это еще и возможность для совершенно новой молодежной политики в городах. Да, причем такой молодежной политики, которая опирается на реальные интересы молодежи, где молодежь сама и с удовольствием вовлекается. Сегодня есть уже регионы, в которых молодежная политика строится вот таким образом. Я в качестве примера могу привести Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа, где есть целая программа создания центров общения для молодежи в сельских поселениях. Да, где каждый из крупных сельских поселений Сургутского района получил такие центры общения, в создании которых принимала участие молодежь. И в последующей в эксплуатации и в обслуживании они тоже принимают участие, потому что это те места, которые они сами выбрали, в создании которых они принимали участие, а теперь они о них и заботятся. Ну что ж, Владимир Владимирович, тема действительно интересная, перспективная. Якутская молодежь активная, креативная. Я думаю, что очень активно будет внедряться в систему школьного инициативного бюджетирования. Большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Будем рады вас снова видеть у нас в гостях. Благодарю вас. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.